Совяче ламушка ляче дек, вот тыче иринцы сигл туасек, совяче ламушка шуришоу дашсус, акага сатусаш акацус. Эти строки принадлежат одному из талантливейших ингушских поэтов, которого еще при жизни признали классиком ингушской литературы Яндиеву Джамалдину Хамурзиевичу. Самому проникновенному поэту в этом месяце исполнилось бы 95 лет. В связи с этим в Национальной библиотеке прошли вторые яндиевские чтения. На мероприятии, посвященном памяти поэта, присутствовали члены его семьи, две сестры Лемка и Маултхан и, конечно, его дочь, известный литературовед и историк Марьям Яндиева, а также представители творческой интеллигенции и другие. Ну а главным гостем творческого вечера стал руководитель республики Евкуров Юнусбек Баматгиреевич. Джамалдин Яндиев — это он не только является нашим ингушским, он всенародный, всесоветский, всероссийский поэт, классик, писатель, и который через то, что написано, показывает нашу именно самую чистую составляющую нашей культуры, духовной ценности нашего народа в первую очередь. Те труды, которые сегодня выставлены, которые здесь и нет сегодняшней выставки в библиотеке, показывают, насколько был широкий кругозор этого человека, насколько он работал наперед, на перспективу. Он практически не жил одним сегодняшним днем или вчерашним. Скажу, что человек, который смотрел в будущее, человек, который уже в те времена, до своей смерти, до 1979 года, уже практически понимал и видел, что будет государственность Республики Ингушетия, что будет отдельная Республика Ингушетия. Человек, который понимал, насколько будет время соизмерять с нашими свои все эти действия, с нашей культурой, с нашими обычаями, в конце концов. Вот это все он излагал в своих стихах, в своих произведениях. В завершении своего выступления Юнусбек Евкуров зачитал указ о присвоении Республиканской национальной библиотеки имени известного ингушского поэта Джамалдина Яндиева. Кроме того, глава поручил подготовить предложение по установлению памятных плит с именем поэта в родном его селе Балтай и в городе Грозном, где прошла большая часть творческой деятельности поэта. Я задал просто вопрос, а где имя Джамалдина отражено? Где оно есть в республике? Улица, дом, там что-то. Оказывается, нет ничего. Да, и мы решили, в стихах. Но это он делал. А что мы сделали потом? И мы решили, естественно, и один из таких вопросов я задал, вот то, что еду сюда в Национальную библиотеку, думаю, назвать именем Джамалдина библиотеку. Вот это национальное. Когда я поставлю задачу, аудиторию указ, чтобы я сегодня зачитал, указ уже подписан, я сегодня поставил задачу, единственное, что к 1 декабря делать мемориальную плиту, сделать барельеф, и это вывесить, и с этого момента уже библиотека носит имя нашего великого Джамалдина Яндиева. Это тоже мы решили вопрос. В продолжении индийских чтений все приглашенные один за другим, чествуя поэта, читали стихи автора, а также посвящали ему свои строки, приводили исторические данные и просто рассказывали приятные воспоминания о нем. Сегодня сюда прибыли все, можно сказать, начиная от детей, которые представляли яндиевские темы, поэтические строки. Были и люди, которые привезли сюда посвящение Джамалдину Яндиеву, причем совершенно свежие посвящения. И сегодня здесь присутствовали люди, которые занимались исследованием яндиевских произведений. И представлены были на всех уровнях. Это от научно-исследовательского института до школы и авторов сборников, и писателей, поэтов, которые сегодня представили нам свои труды на нашу аудиторию сегодняшнюю. На творческом вечере стихи поэта как бы вновь оживили своего автора. Судя по лицам приглашенных и по их бурным аплодисментам, было видно, поэт не умер, он просто
просто ушел, чтобы через века говорить с нами. Живая классика или классика живет. Она действительно живет. Слушайте, поют, помнят, говорят во всех жанрах, начиная от дорогого Кунбужева, который помнит, как он на приме писал и как он вообще, какие строчки он там вымазывал. Талантливая Зарема Мальсагова, любимая племянница моего мужа, она тоже думает и мыслит образами поэзии Джамалдина Яндиева. И вчера в Балте песню, которую она вам сегодня пропела, акапелла, она пропела в Балте, в очень скромной, но очень дружеской обстановке, где дети ингушские, грузинские читали, пели, танцевали его стихи, понимаете? Это очень серьезный фактор такой преемственности и абсолютной абсолютного неумирания поэтического слова, когда оно подлинное. Нужно также отметить и тот момент, что даже после смерти поэта его творчество пользуется широкой популярностью не только в нашей республике, но и за ее пределами. Его переводили на русский, украинский, грузинский, польский, казахский, кабардинский, эстонский, балкарский, осетинский, кумыкский, лакский, аварский и другие языки. Марина Зортова, Ахмед Исмурзиева, Ибрагим Асканов, Вести Ингушетия.